ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Эта история началась 15 лет назад. То ли случайно, то ли по высшей воле в День русского языка 6 июня 2004 года в Ухте вышел первый номер «Новой газеты». Такой, какой не было в нашем северном городе никогда. В маленьком деревянном храме Покрова Пресвятой Богородицы появилось православное издание «Колокол Севера». Идея создания принадлежала Валентину Приходько, начинание поддержал отец Олег Климов. Но это голос церкви. Мы же неспроста назвали колокол. Когда колокол звонит, это актуально. Это всегда и возможность, и способ, и желание выразить свое переживание. Как вот в молитвах мы выражаем свое переживание, в песнопениях церковных мы выражаем, в колокольном звоне мы выражаем. Газетное дело – это тоже способ выразить свою радость, свое сопереживание. Это как человек без друзей, ему одиноко. А вот способ того, что мы не одиноки. Радостью своей поделиться способ. Первый тираж составил 999 экземпляров. С 2005 года «Колокол», первое название издания, выходит по благословению епископа Сыктывкарского и Воркутинского, ныне архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Петерима. 15 февраля 2012 года после регистрации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Коми газета приобрела официальный статус, стала выходить под известным теперь названием «Колокол Севера». В том же году появился и гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом РПЦ». Изначально газета считалась приходской после Ухтинского благочиния, возглавляемого протоиереем Вадимом Голубевым. С 2012 по 2016 год изданию помогал выходить Свято-Стефановский храм, который возглавляет протоиерей Евгений Александров, ныне иеромонах Силуан. С мая 2016 года средства на издание газеты выделяет ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». Издателем является редакция газеты «Колокол Севера» под началом главного редактора Николая Лудникова. Вы знаете, вот чем больше живу на свете, тем яснее понимаю, что ничего в этой жизни случайного не происходит. Так получилось, что в 2004 году я пришел в храм, также первый раз пошел в крестный ход Великорецкий, 150 километров, и, выйдя с этого крестного хода, моя статья по воспоминаниям этого крестного хода поместилась, была опубликована в газете «Колокол Севера», то есть это 3-й выпуск. Да и как-то естественным образом дальнейшее мое сотрудничество стало продолжаться с этой газетой, и в конечном счете вылилось в то, что вылилось. То есть сейчас я главный редактор. Первый крестный ход Николая Николаевича стал поистине судьбоносным. Так появилась рубрика «Крестные ходы спасут Россию». Так уже больше 15 лет жизнь журналиста неразрывно связана и с православной газетой, и с идеей продвигать моральные ценности не только на печатных страницах, но и в интернете. Так изданием занимаются супруги Лудниковы. Звон «Колокола Севера» связал две судьбы не только как профессионалов, но и как любящих людей. Николай Николаевич отмечает, без Анжелики Лудниковой, выпускающего редактора, и его жены, газеты бы не было. На ней лежит вся внутренняя, невидимая для читателя работа. Сама Анжелика Васильевна подчеркивает, за время существования издания поддержала много важных проектов. Таким стал проект «Ухта строит храм», который помог привлечь внимание горожан и крупных предприятий к благому делу. Наша газета на протяжении всех лет, пока строился храм, она каждый этап строительства, каждый вложенный кирпичик, каждую вложенную денежку отражала на страницах. Это 26 материалов за эти годы было написано до момента, когда владыка архиепископ Сыктывкарский, Коми-Зырянский осветил этот храм. Также газета «Колокол Севера» занимается воспитанием подрастающего поколения. Издание проводит конкурс сочинений среди школьников на тему православных традиций, пропагандирует здоровый образ жизни, и готовит себе молодую поросль. С этого учебного года в стенах библиотеки храма новомучеников проходят уроки школы журналистики, чтобы дело, начатое 15 лет назад, еще долго радовало ухтинцев. От лица нашего прихода храма новомучеников из Пеньков российских
хочу пожелать главному редактору Николаю Николаевичу и его всего коллективу, который трудится в газете «Колокол», который исполняется в этом году 15 лет. Хочу им пожелать новых открытий, мира, конечно, духовной мудрости и покрова Божией Матери. И чтобы, конечно, все эти усилия, которые они нам оставляют на страницах своей газете, чтобы каждого из нас только радовали. Я хочу поздравить газету «Колокол» с юбилеем, сказать огромное спасибо Николаю Лудникову и всем авторам издания за это непростое и благородное дело, которое, я уверена, стало делом чести и смыслом жизни.